Раньше казаки, да и все тюркские народы, жили большим родом, как одна большая семья. Каждый знал, что он не один, что за ним стоят его родные и близкие. В таком строе никто не оставался без защиты. Если возникали споры или какие-то проблемы, их решали советом старейшин и биев, мудрых людей, которых сам народ выбирал, и всегда находили справедливое решение. А если кто-то попадал в беду, терял скот или переживал трудные времена, на помощь приходил весь род. Была такая традиция асар. По ней люди всем миром помогали тому, кто нуждался. Вот так вместе преодолевали любые трудности. Это и было настоящей силой родового строя, единство и взаимовыручка. Были сильные традиции и глубокое уважение к старшим. Родовая честь стояла на первом месте. Каждый жил так, чтобы не запятнать доброе имя своего рода. Это был непреложный закон. Законы рода порой были суровыми, но всегда справедливыми. Если кто-то сбивался с пути и нарушал устои, его ждал суд старейшин. И если решение было изгнать человека из рода, это становилось равносильно смерти. Без поддержки своего рода в те времена выжить было почти невозможно. Именно поэтому в роде был порядок и жесткая дисциплина. Все знали свои обязанности и жили по установленным традициям. В то время понятие «родственник» не было пустым звуком или простой формальностью, как позвать на то или ас. Родственные связи были основой всего – и хозяйственного, и политического строя. Род держался на крепких узах, где каждый чувствовал свою ответственность перед другими. Это было не просто словом, а важной частью жизни, без которой было невозможно представить тогдашний уклад. Сегодня тюрки стали атомизированными. Каждая семья, а порой даже каждый человек, оказался предоставлен сам себе. Люди больше не ощущают той родовой поддержки, которая когда-то была основой их жизни. Каждый надеется только на себя и выживает в одиночку, утратив то единство, которое раньше делало народ сильным и сплоченным. Тюрки утратили былую силу, ту самую, которая и заключалась в роде. Раньше род был основой их единства, защитой и опорой. Именно род давал силу каждому человеку, а сейчас с его утратой ушло и то могущество, которым тюрки славились в прошлом. С утратой родового строя, когда общество стало атомизированным, а число городских люмпенов растет, защиту и заботу о людях должно взять на себя государство. Но если правительство не справляется или не выполняет своих обязанностей, люди оказываются в мире, где главенствует индивидуализм, эгоизм и жестокий принцип «выживает сильнейший». В таком мире процветает организованная преступность, бытовая преступность становится обыденностью. Усиливаются алкоголизм и наркомания. Проституция, торговля людьми и другие мрачные прелести современного мира становятся частью социальной реальности, где царят беспощадные законы капитализма. Число суицидов в таком обществе неуклонно растет, а вместе с ним углубляется и нравственная деградация. Люди все больше отдаляются друг от друга, разрушая не только связи между семьями и общинами, но и основы морали. Когда выгода становится единственной ценностью, чувство сострадания и взаимопомощи исчезает. Каждый живет только ради себя, и этот эгоизм подталкивает общество к полному распаду. Такое слабое и разобщенное общество, состоящее из атомизированных индивидов, превращенных в простых потребителей и налогоплательщиков, становится крайне выгодным лишь для корпораций и диктаторов. Для крупных корпораций выгодно существование общества, где люди сосредоточены лишь на своих личных интересах и потребностях, ведь это позволяет бесконтрольно навязывать им новые товары и услуги, эксплуатируя их страхи, комплексы и желания. Для авторитарных режимов такое общество также удобно. Разрозненные, отрезанные друг от друга люди не способны объединиться, чтобы защищать свои права или противостоять произволу. Они становятся идеальными подданными, которых легко манипулировать, использовать и подчинять. Если же государство становится авторитарным, кризис принимает свою крайнюю форму. В таких условиях правительство нередко превращается в мафию, а простые жители, слабые, запуганные и одинокие, становятся беспомощными жертвами. Их легко запугать, лишить прав и даже пустить в расход, словно они не люди, а ресурс, которым можно воспользоваться. Такой мир – это не просто утрата порядка, это настоящее падение человеческого достоинства и конец гармоничного существования общества. Друзья, YouTube отключил нам монетизацию, посчитав наш контент неугодным.
Поэтому дальше будем двигаться исключительно с помощью вашей поддержки. Как вы можете нас поддержать? Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как AliExpress, Amazon и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ. Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Третий способ. Вы можете оказать нам поддержку обычным переводом средств на наш счет. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Чем активнее ваша поддержка, тем больше времени мы сможем уделять каналу. Спасибо. Борьба за свои права, смена правительства через протесты, проведение реформ – это путь к выздоровлению больного общества. История человечества не раз доказала, что любое общество, стремясь к светлому, здоровому, справедливому и благополучному будущему, должно пройти через эти испытания. Это несомненная истина, подтвержденная веками. Однако даже такие преобразования не решают 100% проблем. Они могут заложить основу для изменений, но не способны устранить все корни кризиса капиталистического общества. Эти корни лежат глубже, в системе, где индивидуализм, эгоизм и культ выгоды подрывают сами основы нравственности, солидарности и взаимопомощи. Никакие законы, благотворительные фонды или неправительственные организации не способны кардинально выправить ситуацию, ведь все эти инструменты можно обойти, если обладать достаточными ресурсами или необходимыми рычагами влияния. Система, изначально построенная на принципе «выживает сильнейший», работает по законам накопления, где ресурсы концентрируются в руках немногих за счет отъема их у большинства. В такой системе господствует борьба не за равенство или общее благо, а за личную выгоду, что лишь углубляет социальное неравенство и разрушает основы гармоничного сосуществования. Но есть еще один путь, который необходимо осознать и принять. Более того, это путь, к которому, возможно, стоит вернуться. Этот путь уже существовал в прошлом. Несмотря на свои недостатки, он был путем благости. В древние времена он помогал людям жить в согласии, поддерживать друг друга и сохранять гармонию внутри общества. Да, этот путь не был идеальным. Он имел свои слабости и ограничения, которые очевидны нам сейчас. Однако даже с учетом этих недостатков он во многом превосходил эгоистичный капитализм, где ценности индивидуализма и выгоды затмевают общечеловеческие принципы. Что, если взять этот старый путь, очистить его от недостатков, присущих древним временам, и соединить с современными ценностями индивидуализма, демократии и свободы? Мы получили бы совершенно новый путь, объединяющий в себе лучшие стороны прошлого и настоящего. И главное, этот путь даже не предполагает разрушать капитализм. Он может гармонично встроиться в существующую систему, дополняя ее, создавая баланс между коллективными ценностями и личной свободой. Такой подход позволил бы восстановить утраченные связи между людьми, вернуть чувство причастности к общему делу, сохраняя при этом личные права и свободы каждого. Это не просто возвращение к традициям, а их переосмысление и развитие, адаптированное к реалиям современного мира. Этот новый путь может стать основой для построения сильного, сплоченного и справедливого общества, где коллективные ценности и личная свобода работают в гармонии, а человек вновь чувствует себя частью единого целого, не теряя своей индивидуальности. Этот новый путь, назовем его тюркским путем, это возврат к родовому строю, но уже в обновленном современном формате. Это не просто возрождение устаревших обычаев, а глубокая трансформация системы, которая объединяет лучшие традиции прошлого с актуальными потребностями настоящего. Родовой строй может стать не только формальным напоминанием о причастности человека к определенному роду, отдающим дань традициям, но и реальной основой экономических и политических отношений. Тюркский путь предполагает создание системы, где родовые связи вновь приобретают практическую значимость. Это не просто знание о предках или участие в обрядах, а восстановление активной роли рода как института поддержки, взаимопомощи и координации. Род становится не только культурным, но и экономическим фундаментом. Он может служить основой для предпринимательства, местного самоуправления, разрешения споров и социальных инициатив.
Мы могли бы пойти дальше японцев, которые в свое время сумели соединить старое и новое в рамках своей национальной демократии. В Японии старые традиции, такие как уважение к старшим и приверженность общинным ценностям, формально сохранились, но по сути стали лишь символическим элементом. Реальность же осталась стандартной, капиталистической. Общество функционирует на основе рыночной экономики с акцентом на индивидуализм, а традиции служат лишь культурным фоном. В отличие от этого, тюркский путь предполагает органичное вплетение традиций в современную систему. Родовые принципы могли бы стать структурой для экономических союзов, моделей предпринимательства и управления, а также инструментом социальной защиты и разрешения конфликтов. Род не просто возвращается как символ, а становится активным элементом общества, играющим ключевую роль в его устойчивости и развитии. Тюркский путь предлагает уникальный синтез. Он соединяет лучшие черты капитализма, индивидуализм, свободу и демократию с коллективной ответственностью, взаимопомощью и моральными ценностями, заложенными в родовом строе. Такой подход позволит создать гармоничное общество, где старое и новое работают в единстве, а традиции становятся основой для устойчивого и справедливого будущего. Тюркский путь – это не просто модель, это возможность найти баланс между уважением к прошлому и стремлением к прогрессу. Хорошо, не будем вас утомлять. Предложим простой и практичный вариант применения нашей модели на практике. Рассмотрим, как она может быть реализована в казахском обществе, при этом отметив, что другие тюркские народы смогут адаптировать эту модель в соответствии со своими уникальными традициями и особенностями. В казахском обществе до сих пор сохраняется традиция идентификации себя по племени и роду, а также знания своего шижири до 7-го колена. Эта традиция не просто часть культурного наследия, но и мощный инструмент, который может стать основой для формирования новой социальной и экономической структуры. Для примера рассмотрим род Найман у казахов. Казах-найманы традиционно делятся на 11 крупных родоплеменных групп: Каракерей, Матай, Терестангбалы, Сары-Жомарт, Садыр, Баганалы, Балталы, Бура, Каратай, Кокжарлы и Ергенекты. Теперь представьте, что каждый из этих родов организовался в акционерные общества, где отсутствует держатель контрольного пакета, а доли равномерно распределены среди всех участников. Например, АО «Каракерей», АО «Матай», АО «Терестангбалы» и другие. Такая модель обеспечивает равные права каждого члена в управлении и распределении прибыли. В рамках этой системы акционеры путем прямого голосования избирают Совет Биев, высший орган, ответственный за принятие ключевых решений. Общество принимает свой устав и корпоративный этикет, который, к примеру, обязывает каждого акционера знать шижири своего рода, заниматься физической культурой, запрещает употребление спиртного и наркотиков, а также обязывает изучать историю, экономику, менеджмент, технологии и другие необходимые дисциплины. Помимо этого, может быть принят Кодекс чести, который устанавливает нравственные и этические нормы поведения для всех участников. Нарушение устава или кодекса чести может повлечь за собой строгие меры, включая исключение из состава акционеров. Теперь представьте, что такие акционерные общества объединяются в единое АО «Казах-Найман». В этом объединении каждая родоплеменная группа сохраняет свою автономию, но становится частью единой структуры с общим уставом, капиталом, политикой и стратегией развития. АО «Казах-Найман» действует как управляющая организация, координирующая деятельность родовых акционерных обществ, таких как АО «Каракерей», АО «Матай», АО «Терестангбалы» и другие. Оно обеспечивает взаимодействие между родами, совместное использование ресурсов и защиту общих интересов. Членство в таком АО закрепляется пожизненно, а акционером становится по праву рождения. Доли акционеров равны, без возможности их продажи или передачи третьим лицам. Это исключает появление контрольного пакета акций, что гарантирует равенство всех участников и предотвращает концентрацию власти в руках одного или нескольких человек. АО может заниматься любой законной деятельностью, не наносящей вреда экологии и обществу Казахстана. Например, общество может приобретать стадо, заниматься сельским хозяйством, развивать инфраструктуру или предоставлять услуги.
При этом оно обязано выплачивать дивиденды каждому акционеру, поддерживая справедливое распределение прибыли. Такая модель создает устойчивую систему, основанную на традициях, равноправии и уважении к установленным нормам. А теперь представьте, что АО «Казак-Найман», а также АО «Казак-Арган», АО «Казак-Дулат», АО «Казак-Жалаир», АО «Казак-Кыпшак» и другие аналогичные структуры объединяются в единую корпорацию под названием «Казак». Эта корпорация становится централизованной организацией, представляющей интересы всех родоплеменных групп казахского народа. Она действует как единый орган, координирующий ресурсы, капитал, политику и стратегию развития, объединяя усилия для достижения общих целей. Теперь представьте, что корпорация «Казак» объединяется с другими аналогичными структурами, представляющими тюркские народы: узбеков, кыргызов, туркменов, каракалпаков, хазар, татар, башкортов, азербайджанских и анатолийских турков, саха, уйгуров, нагайцев, кумыков, черкесов, карачаевцев и других. Это грандиозное объединение формирует мощный единый холдинг под названием «Туран» или «Туркестан». Холдинг «Туран» становится экономическим, культурным и политическим центром всего тюркского мира, объединяя ресурсы, интеллектуальный потенциал и стратегические интересы народов, связанных общими корнями и историческим наследием. Туран не претендует заменить государство, но становится мощным юридическим субъектом, с которым вынуждены будут считаться любые правительства тюркских стран. Этот холдинг не только укрепляет связи между тюркскими народами, но и создает платформу для реализации масштабных проектов в науке, технологиях, образовании, сельском хозяйстве, энергетике и инфраструктуре. Он символизирует возрождение тюркского единства, обеспечивая процветание и устойчивое развитие всех его участников. Каждое родовое АО должно стать не только экономическим, но и социальным, культурным и образовательным центром, заботящимся о благополучии своих акционеров на всех уровнях. Оно обязано взять на себя широкий спектр обязанностей, направленных на обеспечение достойной жизни, укрепление родовых связей и сохранение культурного наследия. Прежде всего, родовое АО должно обеспечить своих акционеров бесплатным медицинским обслуживанием. Оно может создать собственные клиники или заключить соглашения с медицинскими учреждениями, чтобы каждый акционер имел доступ к качественной и своевременной помощи. Образование – еще одно ключевое направление. АО может финансировать школы, колледжи и университеты для детей своих акционеров, организовать программы дополнительного обучения для взрослых, включая курсы по экономике, технологиям, менеджменту и другим актуальным направлениям. Особое внимание должно быть уделено культурному просвещению. Издание книг, создание фильмов и мультфильмов для детей, отражающих традиции и ценности рода, поможет воспитывать будущие поколения в духе уважения к своей истории и культуре. Организация досуга также должна стать приоритетом. Это может включать строительство спортивных комплексов, культурных центров, проведение фестивалей, концертов, соревнований и семейных мероприятий, способствующих укреплению внутренней сплоченности и духа единства. Обеспечение жильем – важная обязанность АО. Оно может строить жилье для своих акционеров, предоставлять льготные условия для покупки недвижимости или сдавать жилье по доступной стоимости, особенно поддерживая молодые семьи и тех, кто оказался в трудных обстоятельствах. АО также должно предоставлять своим акционерам юридическую поддержку. Для этого в структуре общества может быть создана служба корпоративных адвокатов, которые будут представлять интересы акционеров в правовых спорах, консультировать по различным юридическим вопросам, помогать в оформлении документов и защите прав акционеров. Кроме того, родовое АО должно организовывать программы социальной поддержки, включая помощь в трудоустройстве, финансовую помощь и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Таким образом, каждое родовое АО превращается в мощную систему, обеспечивающую всестороннюю поддержку своих акционеров. Оно не только укрепляет родовые связи, но и создает условия для культурного, духовного, социального и юридического развития, становясь опорой для каждого члена рода и примером гармоничного сочетания традиций и современных подходов. Когда вы слышите о создании больших организаций, возможно, у вас появляются сомнения.
А вдруг все будет нечестно? А вдруг деньги распределят несправедливо или их просто украдут? Особенно такие сомнения возникают у тех, кто всю жизнь прожил в системе, где коррупция и понебратство стали привычным делом. Трудно поверить, что крупная организация может работать честно и прозрачно. Но именно для этого существует технология блокчейн. Позвольте объяснить, как она работает, на простых примерах. Давайте представим блокчейн как систему с миллионами журналов. У каждого участника есть свой журнал, и когда в один журнал делается запись, эта запись мгновенно копируется во все остальные миллионы журналов. В результате во всех журналах записывается одно и то же. Кто сколько внес денег, куда их потратили, кому что выплатили. Такая синхронность гарантирует, что информация остается неизменной и доступной для всех участников. Если кто-то захочет переписать свой журнал, то это будет совершенно бесполезным занятием. Он не сможет изменить миллионы других журналов, которые хранят идентичные данные. Система мгновенно обнаружит несоответствие, и подделка станет очевидной для всех участников. Если кто-то вдруг захочет стереть или изменить хоть одну запись в блокчейне, это окажется практически невозможным. Для этого пришлось бы отключить весь интернет на планете. А это уже звучит как фантастика. Запись, сделанная в блокчейне, остается в системе навсегда, пока существует интернет. Даже если случится катастрофа планетарного масштаба и на Земле останутся лишь 2 компьютера, подключенные к интернету, ваши данные все равно будут сохранены. Сегодня невозможно представить, чтобы интернет исчез из нашей жизни, а вместе с ним и записи в блокчейне. Интересно, что технология блокчейн появилась относительно недавно. Ее впервые описали в 2008 году в работе неизвестного человека или группы людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Тогда она была предложена как основа для биткоина, первой криптовалюты. Но с тех пор блокчейн вышел далеко за рамки криптовалют и стал использоваться в самых разных областях. Теперь представьте, что ваше родовое АО использует блокчейн для учета финансов. Например, общество решило купить табун лошадей. Каждая лошадь получает свой уникальный цифровой код, записанный в блокчейне. Этот код содержит всю информацию, где и когда лошадь была куплена, ее возраст, состояние здоровья, родословную и даже геолокацию. С помощью блокчейн-системы акционеры могут в режиме реального времени отслеживать состояние табуна. Вы видите, где сейчас находятся ваши лошади, в каком они состоянии, кто за ними ухаживает и сколько стоит их содержание. Если какая-то лошадь будет продана, информация об этом сразу фиксируется в системе, и все акционеры видят, как использовались средства и что получено в результате. Казахстану жизненно необходимо возродить кочевое скотоводство, но уже в новом формате. Родовые АО обязаны всеми своими усилиями стараться возродить кочевое скотоводство, делая это частью своей деятельности. Покупка табунов лошадей и отар овец должна стать неотъемлемой частью работы АО. Это не только укрепит их экономическую основу, но и внесет значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны. Возрождение в новом технологичном формате кочевого скотоводства – это ключ к экономическому чуду Казахстана. Мы уверены, что именно в этом направлении лежит будущее нашей страны. О том, почему это так важно, мы когда-то подробно рассказали в одном из наших роликов. Найти его вы можете по ссылке в описании этого видео на нашем канале. Становиться акционером в системе, основанной на блокчейне, просто. Например, вы хотите участвовать в родовом АО. После внесения вашего вклада, будь то деньги, земля, имущество или другой актив, запись об этом сразу фиксируется в блокчейне. С этого момента вы становитесь акционером, и ваша доля фиксируется в системе. Каждый акционер получает свой уникальный токен, который подтверждает его право участия в системе. Токен регистрируется в блокчейне и дает доступ ко всем функциям. С помощью приложения на вашем телефоне вы можете отслеживать все операции, куда направлены деньги, какие проекты реализуются, сколько прибыли было распределено. Приложение позволяет вам участвовать в голосованиях, получать детальные отчеты и проводить транзакции. Все прозрачно, просто и удобно, а вы всегда остаетесь в курсе всех событий.
Блокчейн исключает возможность мошенничества и коррупции. Если кто-то попытается использовать средства или результаты голосования нечестно, это сразу станет видно. Эта технология делает все честным, прозрачным и защищенным. Для больших организаций, таких как родовое АО, блокчейн становится идеальным инструментом доверия, а ваши данные, записанные в этой системе, останутся с вами навека, ведь блокчейн — это хранитель, которому не страшны ни время, ни перемены. Мы поделились с вами своим видением. Для кого-то оно может показаться глупым или наивным, утопичным и несбыточным. Мы не знаем, так ли это. Только время сможет дать ответ. Но мы просто стараемся мыслить и мечтать смело. Именно так, как и должно тюрку. Достаточно объединить деятельных и храбрых людей с широкими взглядами, готовых обсудить идею, выработать план действий и приступить к ее воплощению. Первым шагом может стать регистрация акционерного общества, а затем привлечение специалистов для внедрения современных технологий, таких как блокчейн, чтобы обеспечить прозрачность и доверие. Мы вещали на русском языке, чтобы быть услышанными шире. Это наша попытка донести идею до как можно большего числа людей в тюркском мире. Так сложилось исторически, что русский язык пока остается языком международного общения в СНГ. Но мы верим, что однажды появится единый тюркский язык, и в будущем мы сможем вещать именно на нем. Если наши слова находят отклик в ваших сердцах, поддержите нас. Помогите распространить эту идею. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, оставляйте свои мысли в комментариях. Каждый ваш голос важен. Каждый комментарий может стать частью диалога, который поможет нам сделать шаги к общему будущему. Давайте сделаем Туран реальным. Воплотим эту мечту вместе. Все, что мы описали, это не окончательный план, а лишь мысль в копилку. Возможно, это всего лишь начало пути. Но мы верим, если объединить усилия, если каждый внесет свою лепту, то идея, которая кажется утопичной, может стать реальностью.